В эфире субботний выпуск новостей с Апшалом. И с вами сегодня я, Эсма Гуланзе. Здравствуйте. Мы расскажем вам о самых значимых событиях этого дня. В сегодняшнем выпуске в Сухум доставили огонь памяти. История Жанны Гизердава, оказавшейся в непростой жизненной ситуации. Абхазия стала популярным направлением на майские праздники и многое другое. В Сухум доставили частицы вечного огня у Кремлевской стены. 9 мая во всех районах республики от этих лампад зажгут огни у памятников погибших в Великой Отечественной войне. Акция «Огонь памяти» впервые проходит в Абхазии. Ее организаторами в республике выступают Русский дом в Сухуме и посольство России в Абхазии. Все подробности в репортаже Гугуцы Вардания. Символ памяти, бессмертия и победы – неугасающее пламя, которое вот уже много лет горит в честь павших героев в Великой Отечественной войне. В преддверии праздника Победы в Сухум из Москвы доставлен вечный огонь с мемориала неизвестному солдату у Кремлевской стены. Открывая мероприятие, герой Абхазии, директор музея боевой славы имени Арзенба Мзея Бия подчеркнула, что это большая честь быть причастным к патриотической акции «Огонь памяти». Частицу вечного огня, зажженную у могилы неизвестного солдата в Александровском саду славы в Кремле, город Москва, нам передают сегодня представители Общероссийского народного фронта «За Россию», член Центрального штаба ОНФ, сооснователь и руководитель бизнес-платформы ОНФ Михаил Александрович Полей и представитель исполкома Общероссийского народного фронта Ермакова Оксана Маратовна. В числе встречающих вечный огонь сотрудники музея, члены правительства, представители Министерства обороны, посольства России в Абхазии, представительство Россотрудничества, курсанты СВОКу, общественность, главы районов, ветераны. Дорогие друзья, разрешите мне от имени Совета ветеранов Великой Отечественной войны, труда и вооруженных сил поздравить с этим великим праздником. Праздник, которого ждали, ждем и всегда, надеюсь, будем ждать. Своей нравственной мощью этот праздник всех нас объединяет. Хочу пожелать мира, добра всем нам, здоровья ветеранам. И, пользуясь случаем, от имени министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова хотел бы тоже передать пожелания здоровья ветеранам войны, труженикам тыла Абхазии. С наступающим праздником Победы собравшихся поздравил временно поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов. Огонь, который мы встречаем сегодня, олицетворяет собой сразу несколько символов. Во-первых, это вечная память о подвиге советских воинов-победителей и тружеников тыла, а также о миллионах жизней, которые забрала война. Во-вторых, огонь – это символ возрождения. Как птица Феникс, наша страна, пройдя сквозь огонь войны, залечила раны, отстроилась и расцвела. И в-третьих, огонь символизирует очищение мира от фашистской заразы, которая стала возможным благодаря самоотверженной борьбе народов нашей страны с этим злом. После торжественной церемонии 7 лампад с огнем передали главам 7 районов Абхазии. В День Победы 9 мая от этих лампад зажгут вечные огни у памятников погибшим в Великой Отечественной войне. Гугуца Вардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба в канун празднования Великой Победы посетил ветерана Отечественной войны Алексея Ласурия. Министр поздравил Алексея Якуповича с 77-й годовщиной Великой Победы, вручил памятные подарки и пожелал ветерану крепкого здоровья и долголетия. Министр культуры Даур Кове посетил ветерана Великой Отечественной войны Валентину Шульгину. Министр передал ветерану памятный подарок и конверт с деньгами. Все ветераны в преддверии Дня Победы получат от руководства страны памятные подарки и адресную помощь в размере 50 тысяч рублей. Сегодня в Абхазии живут 17 ветеранов Великой Отечественной войны.
Мэр Сухума Беслан Эшба и его заместители поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Сухуме, с 77-й годовщиной Победы. Подробности в репортаже наших коллег из пресс-службы администрации города. Глава администрации Сухума Беслан Эшба побывал в гостях у двоих ветеранов Великой Отечественной – у Валентины Шульгиной и Нонны Дорофеевой. Валентине Шульгиной в начале Великой Отечественной был 21 год. Она прошла всю войну, была участницей Сталинградской битвы. Победу встретила в Берлине. Беслан Эшба поздравил ветерана с 70-летием Великой Победы и преподнес подарки. Здравствуйте. Спасибо. Поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы в Отечественной войне. Спасибо. От души. Спасибо. Рады, Еще. что вы с нами. После войны Валентина Шульгина служила в Японии, где и познакомилась с будущим мужем-подводником. В 1956 году они переехали жить в Абхазию. Валентина Шульгина поблагодарила мэра за внимание и заботу. И, к удивлению гостей, без запинки по памяти наизусть прочла длинное стихотворение о войне. Я только раз бывала в рукопашной. Один лишь раз. И только сотни раз во сне. Кто говорит, что на войне было не страшно, тот ничего не знает о войне. Молодые, растите, живите все, стройте государство, чтобы государство было наше вот такое. Все будет хорошо. Спасибо. Мы все на это нацелены, Спасибо. так что все вместе будем Спасибо создавать вам лучшее большое. будущее. Будьте Спасибо. здоровы, и чтобы долгие годы еще были Спасибо, вместе. спасибо, Будьте спасибо. здоровы. С праздником! Спасибо Еще вам, раз. спасибо вам Будьте большое. здоровы. Спасибо, что вы меня не забыли. Никогда не забудем. Затем мэр побывал в гостях у 97-летней Нонны Дорофеевой. Она была совсем юной, когда началась Великая Отечественная война. Ушла на фронт с военного завода и в составе авиационного полка дошла до Берлина. На войне встретила офицера из Абхазии Ивана Дорофеева и вышла за него замуж. С тех пор живет в Абхазии. Мэр столицы поздравил ветерана и вручил цветы и денежный подарок. Вам пожелать полного здравия и успеха в труде и учебе, что вот есть всего хорошего. Спасибо, спасибо. Вам. Спасибо. И чтоб не было войны, чтоб не видать нам, не слышать выстрелов автомата пулеметов. Вот так, тихо, мирно будем жить, не тужить, да? Да, все верно. Еще раз от души вас поздравляем, чтобы вы еще долгие-долгие годы были рядом с нами, мы рядом с вами. Здоровья крепкого. Радуйтесь жизни, радуйтесь своими родными, близкими, внуками, внучками и всеми родными. Это правнуки, вот великолепно. Чтобы вы увидели их счастье, когда они женятся или кто-то выйдет замуж, дай Бог, чтобы вы участвовали в этой красивой церемонии. Вот так вот. Вот такие у нас пожелания. Будьте здоровы. Еще раз с праздником Победы. Заместители главы администрации Сухума Автандил Сурманидзе, Леон Кварчи и Астамура Шуба также побывали у ветеранов и поздравили их с очередной годовщиной Великой Победы. 94-летней Елене Вадзинской был очень приятен визит столь представительной делегации. Я не ожидала. Вы заслуживаете, еще Спасибо большего большое. заслуживаете. Спасибо вам. Спасибо вам за Да. победу. Спасибо, я. Дай Бог Дело вам в том, что здоровья. для меня это много значит. Столетний ветеран Иван Пиля был тружеником тыла. Также внес весомый вклад в приближение победы. В мирное время много лет проработал в Творчале в должности начальника милиции. Как свидетель двух войн, Великой Отечественной и Отечественной народа Абхазии, знает цену мира. Людям несет одно горе. Ничего хорошего от войны нету. Ничего обязательно после войны надо все строить, все восстанавливать. Замглавы администрации Сухума Астамура Шуба поздравил ветерана с 77-й годовщиной Победы. Поздравляем вас с 77-летием Победы в Великой Отечественной войны. Дай Бог, Спасибо, желаем дорогой. крепкого здоровья, долгих лет жизни. Спасибо и мирного большое, неба над благодарствую. головой. Украинка Мария Глускер в 19 лет была призвана в армию, так как была военнообязанной, медсестрой. Но так сложилось, что всю войну партизанила в белорусских лесах. С наступающим праздником, Спасибо. великим. Пожелать вам здоровья, долгих лет жизни, побольше хорошего настроения, да, чтобы ничто его не омрачало. И большое вам спасибо и низкий Мое поклон. настроение – это вывод. Большое вам спасибо и низкий поклон за то, что у нас есть возможность сегодня вот так вот прийти и вас поздравить.
Я была медсестра и была призвана в армию. 5-я армия, 9-й батальон. Затем наша армия между Харьковом и между Полтавой попала в окружение. И мы группами выходили. Вот так я очутилась у партизанов. После войны супруга Марии Глускер отправили по работе в Абхазию. С тех пор семья живет в Сухуми. Среди многочисленных наград ветеран выделяет одну медаль, которой особенно дорожит за работу в подполье. Очень редкая медаль. Вы о ней не знаете. Очень редкая. Медаль за работу в подполье и участие в партизанском движении. Медаль Жукова ценная очень. Это все меня уже разыскало после войны, здесь, у Сухуми. Ветеран Алексей Шоня добровольцем ушел на фронт. Его не призывали. Ему еще не было и 17 лет. В составе 24-й гвардейской дивизии участвовал в освобождении Донбасса, Крыма, Керчи, Ростова. Ежегодно столичная администрация подготавливает подарки ветеранам Великой Отечественной войны, которые проживают в Сухуми, в виде определенной денежной суммы и цветов. В Сухуми проживает 14 ветеранов. Амра Амич, Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. Московская абхазская диаспора примет участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая в Москве. Абхазская колонна пройдет в составе общего шествия с портретами родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Кроме того, в концерте «Бессмертного полка» примут участие наши артисты Артур Лакарба, Мана и Дмитрий Пипия. Мы связались с одной из участниц победного шествия Эсмой Хакба. Ежегодно в день празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов выходцы из Абхазии, проживающие в Москве, принимают участие в шествии Бессмертного полка. Шествие под общим названием «Сыны и дочери Абхазии» объединяет потомков разных национальностей, потомков фронтовиков из Абхазии. Это абхазы, абазины, русские, греки, армяне. В шествии принимают участие целыми семьями с детьми. Принимают участие студенты, обучающиеся в Москве. Все, кто приходят, держат в руках фотографии своих легендарных предков, делятся историями их участия в войне, рассказывают о подвигах своих родственников. Ждем всех 9 мая в 14:30 на площади метро Белорусская. Вместе мы отметим этот праздник, увековечим память наших предков, явивших собой пример торжества человеческого духа, торжества жизни над смертью, принеся великие жертвы во имя мира. Поздравляю с праздником Победы и желаю народу Абхазии мира и процветания. Депутаты Народного собрания Абхазии примут участие в международном мониторинге подготовки и проведения второго тура выбора президента Южной Осетии, которые состоятся 8 мая. В качестве международных наблюдателей в Южную Осетию прибыли председатель Комитета по культуре, делам молодежи и спорту Винори Бебия, депутаты Беслан Эмурхба и Алмаз Акаба. Напомним, что граждане Южной Осетии, проживающие или находящиеся в Абхазии, могут принять участие в голосовании на избирательном участке номер 4 в здании Республиканской национальной библиотеки в Сухуми. Участок будет открыт с 8 утра до 8 вечера. История, которая не оставит равнодушным никого. Жанна Гизердава – молодая женщина, живущая в доме престарелых. Она оказалась в инвалидной коляске.
И все же, вопреки обстоятельствам, Жанна не сдается, живет настоящим, ведет свой маленький бизнес. О силе воли и добром сердце в репортаже Гугуцы Вардания. Красивая, жизнерадостная и молодая. Жанне Гизердава всего 39, но вот уже 9 лет она живет в Сухумском доме престарелых. Мне 17 лет было, когда я упала. Со второго этажа еще 10 метров яма была. И шейный позвоночник перелом. Упала, ты говоришь, случайно получилось у тебя? Нет, не случайно. А дальше молчание. О том, что случилось и как Жанна упала, она не рассказала. Об этом не хочется ни рассказывать, ни вспоминать, говорит девушка. Но этот момент изменил жизнь 17-летней Жанны навсегда. С тех пор она не ходит. Да и с самого детства пришлось несладко. Маму Жанна не помнит и не знает. Ей было всего года и 8 месяцев, когда она оставила ее и ушла. С тех пор Жанна ничего о ней не слышала. А отца убили, рассказывает девушка. И снова молчание. После падения Жанна Гизердава жила с бабушкой, которая была ей вместо матери. Когда бабушки не стало, жила с тетей. Однако решила сменить место жительства. Из Пицунды переехала в Сухумский дом престарелых. А вот, Жан, когда вот сюда приезжала, первое время тяжело было привыкать вообще? Нет, я думала, будет тяжело, но нет. Сразу меня хорошо очень приняли. Они всегда подходили, спрашивали, как ты, что ты. Из-за этого я как-то легко все это восприняла. О сотрудниках дома престарелых, о его директоре Анне Кварче и о его постояльцах Жанна говорит с большой теплотой и любовью. Несмотря на все, что пришлось пережить, она никогда не опускает рук и не чувствует себя одиноким человеком. А друзья, расскажи, друзей много у тебя? Друзья, да, друзей много. Друзья, слава Богу, они всегда помогают. Если что, даже если я ничего не говорю, они все равно что-то приносят, все равно пытаются мне как-то подбодрить, ну не знаю, я их очень люблю. Бездельничать нехорошо, говорит Жанна. Нужно обязательно чем-то заниматься. Поэтому год назад Жанна начала плести красивые браслеты и продавать их через социальные сети. Хочется иметь именно свой заработок, говорит она. Я эти бусики заказываю в магазине, подруга моя приносит. И вот, а я делаю. Ну, а какие в основном у тебя вот заказывают и какие-то? Да, заказывают. С семенами иногда заказывают, иногда просто со всякими этими. А чаще всего что заказывают? Какие? Чаще всего черные бусы заказывают, чтобы, ну, черные, это вот, коричневые, чтобы были. Ну, для пацанов больше идет. Белые, черные, разноцветные, блестящие, с разными камешками, с именами, национальной символикой и маленькими иконками. У Жанны немало работ. Однако продаются украшения слабо. В месяц Жанна продает всего лишь 2-3 браслета. Вот это по 200 рублей. Вот это за 300. Там уже камень другой, да? Да, там уже камень другой. Ну, чуть подороже. Это за 220. Где-то идеи берешь для вдохновения или сама придумываешь? Сама придумываю. У Жанны есть своя страничка на Facebook, где она оставляет свои работы. Любой может приобрести для себя красивые украшения и тем самым внести свой небольшой вклад в маленький бизнес этой сильной девушки. Всегда с улыбкой на лице и верой в Бога, несмотря ни на что. Духом падать нельзя. Гугуца Вардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. На эти майские праздники Абхазия стала одним из популярных направлений у россиян. Кто-то заехал в составе однодневной экскурсии, другие решили отдохнуть все 10 дней. Гости столицы поделились своими впечатлениями об отдыхе.
По данным сервиса бронирования twill.ru, самым бюджетным направлением для отдыха россиян в мае стала столица Абхазии, а Гагра попала в топ-10 популярных городов. Давайте узнаем, почему туристы выбрали именно Абхазию и довольны ли они отдыхом. Опрошенные нами туристы в основном оценили отдых в республике как положительный. Людей привлекает возможность насладиться свежим воздухом. Пляжный сезон пока закрыт, зато можно гулять и любоваться достопримечательностями сколько душе угодно. Экскурсии по живописным ландшафтам и местам древней истории доступны здесь круглый год. Навсегда самое красивое. Нравится вам здесь, да? И свежий воздух. А погода не смущает? Ну, купаться, конечно, это надо выпить хорошо. А так нормально. А пробовали? Нет, мы не такие, с такими не дружим. Прекрасно, очень красиво, очень уютно. И цены приемлемые вообще. Нам все очень нравится. Вообще Спасибо очень понравился вам. город. Много зелени, красота, море, наслаждение, удовольствие. Воздух чудесный, здания красивые. В общем, супер. А кофе по-восточному местный почему не пьете? А такой? А мы не знали. А вот там вот А вот теперь знаем. Теперь знаем. А теперь там пойдем. дальше такой кофе делают самый вкусный в городе, на Брехаловке. Чуть дальше, вот там, где Спасибо. колоннада. Понятно. Да, Хорошо, мы сейчас обязательно. проездом, мы специально приедем ваш кофе попить. Красиво у вас. Вы Вкусно. тоже первый раз, да? Да, первый раз. Кухня вкусная. Ну, что, мы не везде побывали. Сейчас планируем поехать еще по городам, покататься. Правда, пока майская погода солнцем не балует, но это туристов не смущает. Говорят, к капризам погоды им не привыкать. Зонт и дождевик в поездку взяли. Как и солнцезащитный крем на случай, если удастся позагорать и искупаться. Ну, к сожалению, что есть, выбирать не приходится. Ну, погоду мы привыкли к любой погоде у себя, поэтому мы воспринимаем эту погоду как подарок. Мы по дождю гуляем. Сильно вот особо не бывает у вас так. Ну, во всяком случае, в это время. А вы в Сухуми, да, остановились? Да. Почему именно выбрали столицу? К горячим источникам ближе. Вот. Если купаться, мы в Гагре останавливаемся. В такую погоду тоже ходите, да? Каждый день вечером ездим. Да. Не мерзнете? Да, вода-то горячая. Чтобы отдых получился комфортным и полноценным, только лишь природных составляющих недостаточно. Важно найти место, где можно вкусно, сытно и не слишком дорого поесть. У вас так вкусно готовят? Как дома, вот вкус прям. Домашняя, ну вот чувствуется, когда домашние продукты, прям очень вкусно. А что любите, что заказываете? Ой, ну у нас кормят Шведский стол. в гостинице, да, а так у нас вот и абхазское застолье было, ну мамалыга, вот. Все понравилось. Все очень вкусно. Мамалыгу первый раз попробовали? Да, до этого не пробовала. Вилкой или руками? Руками, как положено. Совсем как местные. Нас научили, показали. Да, нам показали, как есть, все. Нам нравится. Вы уже кухню местную попробовали? К сожалению, нет. Мы вчера были в ресторане «Леон». Вот, но... Будете? Да, мы хотим попробовать местную кухню. И сейчас вот как раз... Кстати, спасибо за то, что во многих местах Абхазии есть зона Wi-Fi бесплатная. Вот, благодаря этому я сейчас буду подыскивать ресторан с местной кухней. Может, вы что-то посоветуете? Мы, конечно же, посоветовали обязательно сходить в Апацху, чтобы отведать аутентичную абхазскую кухню. Затем мы отправились в столичные гостиницы. Интерсухум на данный момент заполнен примерно на 35%. К 9 мая ожидаются еще заезды. Отдыхают в гостинице в основном семьями граждане России. Ожидаются, конечно, на майские праздники заезды, но, конечно, не столь положительные, как бы хотелось, но надеемся, лето будет благополучным, гости будут бронировать и заезжать. На данный момент брони осуществляются, но небольшими группами, по чуть-чуть, так как некоторые сайты заблокировали, как вы знаете, такой сайт, как Booking.com. Вот. Через турагентов заселяются люди, Библиоглобус и тому подобное. Довольны расположением, довольны, что на первой береговой линии, довольны коллективом. В отель «ДМ» на эти праздники заезжают в основном семьи с детьми и молодые пары. Средний возраст от 30 до 40 лет. Прошлый год был очень такой мощный после пандемии. И вот в этом году, сопоставимо с прошлым годом, я пока не почувствовал, что их больше, чем в прошлом году, но примерно так же. Статистики у нас показывают чуть больше выручку, но я думаю, это связано и с небольшим повышением цен. Показатели заполняемости объектов размещения Абхазии обычно начинаются с Гагарского района. В этом году довольно высокие цифры у столицы. Уже активно продаются билеты в ботанический сад и обезьяний питомник. Популярностью пользуются и другие достопримечательности республики.
Первые дни мая достаточно хорошо начались, несмотря на погодные условия, которые сложились в Абхазии. Ожидается, что дальше, 9 мая, количество туристов будет намного больше, но уже сейчас мы по нашим основным объектам показа наблюдаем очень неплохую динамику, и даже увеличение стоимости входных билетов в тот же Рязанский заповедник не повлияло на его посещаемость. В денежном объеме, несмотря на небольшое отставание от прошлого года, цифры возросли. В целом, за последние 2 года популярность Абхазии у российских туристов выросла. Это связано и с геополитической обстановкой в мире. Кроме того, в Абхазии нет языкового барьера. В ходу российские рубли, а цены на питание и отели достаточно демократичные. На данный момент Абхазия занимает 4-е место по бронированию среди российских граждан. Как отметил в интервью телеканалу «Россия-1» министр туризма республики Теймураз Хишпа, наша задача возглавить этот список. Эсма Голанзе, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на нашем канале. Всего вам доброго. До свидания.